Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Сергей Николаевич Гусев, ведущий инженер отдела капитального строительства и ремонта Мордовского университета, производитель работ, ответственный за строительство около 10 многоэтажных жилых домов в Саранске, все по 9, 10, 12 этажей, кроме того, республиканской больницы в Архангельске и других инженерных объектов. И в том числе он был ответственен за строительство редакционно-издательского корпуса. Это современный дом печати, который у нас на дальнем плане. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, на каком этапе вам возложили на вас ответственность за строительство этого корпуса, как происходила его сдача, доработка и так далее? Ну, кратко я расскажу, что пришел, после окончания университета по распределению в Су-10 ТРЕС Саранжилстрой, и повезло, попал на участок Мартьянова Георгия Владимировича. В то время он уже был заслуженный строитель Мордовии, лауреат госпремии Мордовии. В данный момент он является почетным гражданином города Саранска. В общем, заслуженный человек. И мне в этом плане очень повезло, что я попал к нему на участок. То есть он вам передавал опыт, да, и доверил ответственную работу? Ну, скажем так, не лично он доверил, но он помогал во всем и, так сказать, был хорошим наставником. Когда вы приступили вот к этому объекту, на каком этапе он был? Готовности внутреннего, внешнего? Готовность, я где-то сейчас вот вспоминаю, по-моему, в июне. Это какие годы? 1981 года. 81. Да. Стояла коробка неотделанная, без окон, без дверей. Кирпичная кладка была закончена, но ни благоустройства, ни отделки, ни внутренней отделки, ни наружной отделки. Ничего не было. В общем, кирпичные стены были только. Я пришел, когда в 81 году, вот мне досталось это все хозяйство. А в каком состоянии была вот эта кирпичная коробка? Вам пришлось ведь все пересматривать, да? Потому что ответственным-то за сдачу были именно вы и вам. Нет, ну коробка-то была сложена уже. В общем, у меня была только отделка, наружная и внутренняя, монтаж лифтов, ну, в общем, все, что нужно для сдачи. Угу. А как происходила сама сдача? Кто там присутствовал? Как это происходит вообще у нас? Ну, как происходит? Происходило. Я сейчас как вспоминаю, вот козырек, написано буквами Козырек. Дом печати. Мы его бетонировали, очень ответственная сложная конструкция. Бетонировали, мороз, минус 20 градусов. Зимой, да? Зимой, да. Досталось хорошо. Была бригада у нас, как сейчас помню, Рамазанова. Нам в помощь дали Су-17. Бригаду Рамазанова, именно чтобы смонтировать вот этот, залить, вернее, монолитный козырек. Ну и мы успешно справились. А почему зимой вы его делали? Или там нужно было срочно успеть? Срочно, там уже не выбирали. Тут сдача была в 82 году в конце. И как раз попал так, что уже не выбирали мы, когда бетонировать. Все делали уже. А в принципе не запрещается укладка бетона в зимних условиях. А вы когда вы мимо проезжаете на автобусе или транспорте, проходите мимо, какие у вас эмоции вызывает это здание? Да, вы знаете, сейчас уже, в общем, ну так сказать, тоже можно сказать, гордость. Да нет, уже время прошло, таких объектов уже много было построено по Саранску. Ну, все равно приятно, когда идешь, и я даже внуку своему говорю: вот смотри, Кирилл, дед что у тебя строил. А вот вы строили и больницу, и АТС, автоматическая
АТС-6, да. Это как расшифровывается? Автоматическая телефонная станция. Да. Скважинный водопровод в поселке Булгаково Качкуровского района. Да. Жилые дома, 9, 10, 12 этажей. Вот такие административные здания, нежилые. Что вам больше из этого нравилось? Над чем работать? Или не бывает такого пристрастия? В принципе, строительство, оно везде нужно работать с душой, и с отдачей, и с хорошим качеством. Что мы и старались сделать. Я говорю, вот Мартьянов Георгий Владимирович насчет этого был очень требовательный, мой первый наставник. И всегда требовал, чтобы было всегда построено с хорошим качеством. А вот такое есть представление о строительстве, что там друг на друга орут на повышенных тонах. Вот вы сидите спокойно, вы тоже не там орали на своих подчиненных, чтобы они там... Нет, я старался не криком брать, а Аргументами. да, аргументами подсказывать, как правильно сделать. А по поводу многоэтажных жилых домов, у вас какая обратная связь с населением была? Или как вы, может быть, мнение узнавали о качестве своей работы? В принципе, некоторые вот сейчас даже узнают, когда идешь здоровые жильцы, а некоторые обещали всю жизнь не забывать, а сейчас даже близко не здороваются. Все зависит от людей. А вот вы мне в процессе нашей беседы называли некоторые здания, хотя уже что-то из памяти исчезло. Можете еще раз напомнить, какие жилые дома, на каких улицах? Что вспомнится сейчас? Ну, что вспомнится? 12-этажный дом на Богдана Хмельницкого. На Химаше? На Химаше 10-этажный дом. Улицу не помните? На Косарева. На Косарева. На Косарева, да. Значит, на Низах, когда работал. Ну, у Ермакова Виктора Васильевича. Мгм. Там 3 дома на Мордовской, на Макшанской. И вот как раз на Косарева. Так, это мы 5 перечислили, да? Или 6? Ну, сейчас быстро так и не вспомнишь. Да, вот что значит, столько человек объектов построил в нашем городе, да и то не только в нашем городе, что уже... В голове путается, да. Это еще раз говорит о том, что вы ими не хвастаетесь на каждом углу, и поэтому они у вас не в оперативной памяти находитесь. Вы человек Ну да. скромный в этом отношении. Можно было бы быть и не таким скромным. Спасибо вам за это. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, какое у вас отношение к репрессиям, которые у нас были в нашей стране? Как они изменили наше общество, с вашей точки зрения? Какое влияние они оказали Я сейчас на наше общество? что могу сказать? Что тогда время такое было, и не нам судить, что было правильно и что неправильно. Тогда, хотя под репрессии попал мой родной дед. Ну, я не могу сейчас судить однозначно. Время такое было. 58-я Хотя статья. перегибы были перегибы. Вот дед мой, Федотов Василий Максимович, был, отец моей матери, был бригадир тракторной бригады. И по ложному доносу был осужден и сослан в Туруханск. Это сейчас север Красноярского края, на реке Енисей. В Красноярском крае на реке Енисей, а то может шум. Ага. По 58-й статье. И его Да, как и- враг народа. Да. И вы... В 1955 году его реабилитировали, признали, что был неправильно осужден, но время ушло. А вы сказали, в каком году его В арестовали? 1938. В 38-м. 1938. Из какого населенного пункта его? Село Петино, Рамаданский В район. Рамаданском районе нашей республики. Ничего он не рассказывал, ни бабушке, ни маме. Вы знаете, может быть, и рассказывал, но когда он пришел в 1955 году, я родился в 1956-м. В 1961 он уже умер, мне было 5 лет. Мгм. Я так смутно помню. Конечно.
И как юридически государство попросило прощения перед семьей, вы говорили? Оформили на... Как мне рассказывала мать, что вроде ему дали денег на постройку дома. На постройку дома денег. Да. Ага. А как дочь репрессированного, как супруга репрессированного, им дали какие-то документы, да? Ну, вот матери моей, да, как дочери репрессированной, у нее были льготы. Льготы. Да. И сколько-то денег. Небольшую, конечно, сумму. Ну, доплачивали к пенсии. А льготы сопоставимые с какими льготами? Как пенсионерам, как там героям, там, или как носителям ордена? Или какие-то символические льготы? Ну вот с какую-то сумму доплачивали к пенсии. Ага. И ну даже я сейчас не знаю, что там еще им, какие льготы давались. А они где жили тогда, когда он вернулся Вернулся он в Петину. туда же? Да. Ага. Ну и там они разъехались с дочерью. Мгм. И, ну, все-таки, то есть, а как он относился к этому периоду, какое мнение, Ну, и как я какие-то помню выводы сделали? из рассказов, Семья сделала дед это? был очень такой человек, как сказать, с юмором, вот С так юмором. скажем. Да. Мгм. И он, в общем, не рассказывал о своих годах ссылки. И, во-первых, я и не помню уже, был маленький. И бабушка, насколько я помню, не любила распространяться на эту тему. Вот, Сергей Николаевич, значит, все-таки скрывали. Нет, не скрывали. Значит, Просто- она знала, но не говорила своим детям и Нет, внукам, она чтобы... говорила мне, что так, они к нему и ездили, и моя мать туда ездила, к деду туда, в ссылку. Но без подробностей. Ну, конечно. Ну, а какие подробности? Как ехали в теплушке, тогда ведь не было пассажирских поездов. Но если его осудили, значит, его заставили признаться. А как заставляли признаваться? Так же, как и других наверняка. Очень просто. Донос. Это донос. А признание его, или он Вот так и не это я, признал вину? по-моему, не признал. А, может, и не Вину признал, он не да? признал, да. Мгм. Я все равно осудили. Донос был. Там НКВД какие-то были, суды, там тройки, четверки, не помню, сейчас не могу сказать. А где он? Осудили. А он в тюрьме Саранска? Вот во внутренней подробности я тюрьме? тоже не знаю. Тоже не знаю. Насколько я знаю, что он был сослан вот в Туруханск. И все ссылки там провел. А как вы считаете, Сергей Николаевич, как нужно вот с вашим таким подходом, как сказать, без эмоций, а взвешенным, нужно правильно обучать новые поколения правде о том, что было, чтобы этого не повторилось? Как нужно расставлять гражданские такие и нравственные оценки, и научные, чтобы этого не повторилось в будущем? Хотя вы не педагог, понятно, но вот как человек. Ну, я сейчас не могу на этот вопрос как ответить. Знаете, время, еще раз повторяю, время такое было. Возможно, и там 1000 человек, например, садили правильно, а 500 по доносам. Вот не могу я сказать сейчас, как это было. Ну, тогда же ведь и врагов народа действительно много было. А вы, на самом деле, они были врагами народа, или это ложь была про людей? Ну вот я считаю, дед, конечно, ложь. Это стопроцентная ложь. А большинство остальных? Или вы сомневаетесь? Ну, не могу сказать. Это Не каждый можете. нужно, каждого человека нужно... Но уже реабилитировали миллионы людей. Значит, по поводу них прокуратура России Да, считает, что да, это ложь была. Да, да. Очень много было ложь. Тогда, ну, я не знаю, и сейчас, может быть, такие люди есть. Любители написать на соседа. Мгм. Сергей Николаевич, вот коротко пройдемся по нашим пожеланиям, которые обращает наша инициативная группа к региональной и городской властям. Эти все пожелания реализованы во многих десятках городах нашей страны,
и формально они поддержаны всеми уровнями власти, от правоохранительных до законодательных, до исполнительной власти. Президент и председатель правительства неоднократно выступали в поддержку. Но в Мордовии некоторые из этих пожеланий не реализованы. Мы вот хотим, чтобы это тоже у нас было реализовано. Вы как считаете, наше первое пожелание, чтобы ежегодно проводилось поминальное мероприятие памяти жертв политических репрессий, и желательно, чтобы один из руководителей республики, может, глава республики, выступал со словами соболезнования семьям репрессированных. Вы бы это приветствовали? Конечно, нельзя забывать эти времена, и они являются чьими-то родственниками, дедами, отцами, и чтобы не забывалось и помнилось потомками. А то мы же не Иван, не помнящие родства. Должны все, историю должны не забывать. Кстати, Сергей Николаевич, вот сзади вас находится музей мордовской народной культуры. И когда, по-моему, в 1938 году арестовывали прокурора Республики Мордовия, его потом запытали, выбили ему все зубы, но он так и не признал свою вину. Он именно проживал в этом здании. У него была комната, так что мы... Это здание тоже... Это я не знал. Да, это в книге памяти прокуратуры я нашел адрес. Вот. Наше следующее пожелание, чтобы на стенах последнего места жительства вот расстрелянных людей крепились мемориальные доски, памятные таблички, как тоже уже сотни таких табличек по всей стране. Вот чтобы у нас тоже такое было. Как вы к этому относитесь? Я считаю, затраты будут небольшие, а память нужна, конечно. Как вы относитесь к тому, чтобы, как тоже в десятках городов нашей страны, в некоторых городах даже по несколько, у нас в центре Саранска был установлен памятник жертвам политических репрессий? Ну, это было бы неплохо. Дальше. Тоже это во многих регионах нашей страны, в десятках, есть музей памяти жертв политических репрессий, в котором и архивные материалы, и воспоминания репрессированных, и там семьи репрессированных могут собираться. Как вы относитесь к тому, чтобы у нас тоже организовать в Саранске музей подобный? Я считаю, хуже не будет. Как вы относитесь к тому, чтобы, вот наше пожелание, чтобы продолжался процесс реабилитации по десяткам статей, по которым репрессировались, потому что в середине 2000-х это немного приостановился, этот процесс, чтобы эта реабилитация не останавливалась, продолжалась, чтобы всех, кого невиновно наказали, все-таки государство и общество в лице государства признало свою ошибку. Согласны, да? Конечно, согласен. Следующее пожелание, чтобы продолжалось открытие архивов, связанных с репрессиями, потому что период хранения по многим прошел, и чтобы историкам давалась возможность и родственникам репрессированным знакомиться с этими архивами и работать, писать правильную историю нашей страны. Тоже поддерживать. Конечно, конечно. И историю надо хранить. И вот такие сложные пожелания для их восприятия, чтобы во всех республиках были десятки мест массовых захоронений расстрелянных жертв политических репрессий. У нас в республике уже случайно нашли 2 места захоронения в Рамадановском районе, на месте Троицкого Чуфаровского монастыря, в Саранске, у Богоявленских родников на юго-западе Саранска. Сейчас мы еще работаем вот над одним местом в Рузаевке, даже, может, 2 места там, возможно, мы сможем обнаружить. Как вы относитесь к тому, чтобы открывались информация о том, где это места захоронения, потому что эти справки есть. В Ленинграде вот есть, нашлась карта мест захоронения Левашовской пустоши. И чтобы эти места облагораживались, даже, возможно, при наличии средств происходила эксгумация, перезахоронение с почестями. Вот этот процесс, чтобы шел по мере появления финансовых возможностей. Как вы считаете, правильно это? Я считаю, да, что историю, я еще раз повторяю, забывать не надо. И не виноваты те, кто попали под репрессии, невинно убиенные, их память все равно хранить надо. В том числе места их захоронения тоже скрывать от потомков и не нужно. И вот последнее наше пожелание, пожалуйста, поддержите, что тоже есть в десятках городов нашей страны. На месте массовых
массового захоронения расстрелянных есть мемориальные комплексы. И вот тоже мы предлагаем, например, в Саранске у Благовеленских родников, там 7 расстрельных ям, около 700 останков тел, тоже чтобы был возведен мемориальный комплекс, как в десятках городов страны. Вот недавно президент нашей страны открывал очередной мемориальный комплекс под Москвой, чтобы у нас тоже это было, чтобы мы могли говорить, что общество Мордовии не меньше ценит своих земляков, которые невинно пострадали, чем другие регионы нашей страны. Ну, я, в принципе, за. Сергей Николаевич Гусев вошел в нашу инициативную группу. Сегодня он работает в Мордовском университете, а до этого работал во многих строительных компаниях, участвовал в возведении нашего города, домов, мимо которых мы проходим, не замечаем тех, кто участвовал в их строительстве. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за участие. Пожалуйста.